Мы продолжаем нашу программу. Обучение – это когда ты читаешь и узнаешь то, чего не знал. Любознательность и желание получить как можно больше знаний позволяет школьнику открыть для себя ту или иную науку. Любовь к предмету прививает учитель, который обладает большими знаниями и может заинтересовать ученика. Обладать знаниями – это, конечно, хорошо и лестно, но нужно иметь огромный талант, чтобы передать все свои знания ребятам. Как, например, учитель Микаил Тимурзиев. Он большой энтузиаст своего дела, который пытается вызвать интерес у подрастающего поколения к физике и астрономии. Между прочим, Залина, физика – одна из самых сложных наук. В школьные годы я не очень любил этот предмет, но после знакомства с Микаилом я понял, что многое упустил. Но учиться никогда не поздно. Недавно Микаил Баширович со своими учениками вернулся из Германии, где ребята защищали свои проекты в области астрофизики. И об этом наш сюжет. Совсем недавно Микаил Тимурзиев со своими воспитанниками вернулся из города Мюнхен, где 22 октября прошла ученическая конференция по физике и астрономии, а также были выставлены новейшие технологии и инновации, применяемые астрономами в своей работе. И на этой конференции наши ребята, свободно говорящие на английском языке, защитили свои проекты. Кроме этого, они посетили Астрофизический институт и Институт квантовой оптики имени Макса Планка, суперкомпьютерный центр Баварской академии наук имени Лейбница, Мюнхенский технический музей и его филиалы наземного и воздушного транспорта, а также заводской музей концерна BMW. Поездка продлилась в период с 20 по 27 октября 2016 года. Всего их было 4 – преподаватель и 3 учеников. Эту работу в прошлом году еще я ее начал на базе наших ингушских школ. Я и мои коллеги начали поиск ребят, вовлеченных в математику и физику, и в информационные технологии. И из них мы начали отбирать ребят, которые не только овладели достаточно хорошо математикой, физикой, но и свободно говорят на английском языке. И такие ребята были найдены. Дальше я уже с ними работал отдельно, готовил их по темам, связанными с астрофизикой. Прежде всего, мне надо было обучить детей, ребят, тому, что мы можем проводить эксперименты и опыты не только здесь, на Земле, но и проводить эксперименты благодаря наблюдениям за далекими космическими объектами. Юные астрофизики из Ингушетии занимаются сверхточными машинами уже несколько лет, и проектные работы, которые подготовили ребята, раскрывали новые изобретения. Они участвовали в научных конференциях в Москве, познакомились с профильным вузом, Московским государственным строительным университетом, побывали на факультете, который готовит специалистов по инженерным дисциплинам. Получив одобрение от московских ученых, профильных ученых, они подтвердили то, что их работы, их проекты тянут на международное обозрение. Мы получили разрешение, получили визы и съездили в Германию, в Мюнхен, штаб-квартиру Европейской Южной обсерватории, на суд тех ученых, которые непосредственно занимаются исследованием космического пространства. Empfindlicher, aber um etwas mit dem Licht anzufangen, braucht man Instrumente, das heißt Geräte, die dieses Licht analysieren. Ich hatte ja schon gezeigt, dass wir insgesamt 3 Fokalstationen an jedem Teleskop haben und dort können wir dann Instrumente anbringen. Also hier unten hatten wir gesagt, befindet sich einer und dort auch noch 2. Поездка прошла удачно, в Мюнхене было очень красиво, достопримечательности и многое другое. Мы пообщались с учеными, с этими технарями, которые там работали, на английском языке общались с ними и задавали свои вопросы им. Может быть, в будущем или в следующем году поедут еще ребята, но, скорее всего, не мы, потому что другие тоже хотят. Тяжело было представлять? Была какая-то помощь? Была, конечно, помощь с нашего учителя, с нашего сопровождающего, который организовал эту поездку, Микаил Тимурзиев Баширович. Вот, он нас подтолкнул на эти темы, и они нам понравились. Каждый выбрал то, что он хочет. А почему выбрали именно вас? Значит, было много очень претендентов, потому что многие знали физику. Там еще должна была быть разговорная речь на английском. Вот нас выбрали из-за этого. Project of orbiting observatories such as Chandra, Kepler, Hubble, James Webb. Yeah, that's all. Thank you.
Я изначально не хотел поехать, потому что боялся, что там запинаться буду или еще что. Но родители сказали мне, что поехать надо и это будет хорошо. Но я и решился. Причина этой поездки это была сама обсерватория, штаб-квартира Европейской Южной обсерватории. Мы туда поехали и узнали много чего нового. Мы рассказали о нас, о наших проектах, то, что откуда мы, им это было очень интересно. Большинство людей не знало про про республику Ингушетию. Но мы как-то умудрялись рассказывать, потому что там на Кавказе, типа вы знаете, там Кавказ есть. Вот, они узнавали, но некоторые, им было очень интересно нас слушать. Мы, в свою очередь, мы дарили тоже подарки, журналы разные, чтобы они узнали больше про нашу республику. И они были на английском языке. И для нас был очень большой опыт, практика была огромная. То, что все время там разговариваешь. Они были удивлены тем, что мы приехали издалека, там, и были очень удивлены тем, что мы так занимаемся физикой, и ради этого приехали на такое расстояние в Мюнхен. Мусар Чемурзиев, ученик 7-й Назрановской школы, работал над проектом, в котором он искал новое применение радиотелескопа «Алма» и пути оптимизации его работы в поиске протопланет и экзопланет. Кроме того, он изучает функции современных роботов в компании Кука. Моя тема – это радиотелескоп «Алма». И главное, меня заинтересовал он, потому что он может увидеть протопланеты, это те, которые далеко очень находятся за астероидами, и астероиды, как он говорил, это его оптический телескоп, он погашает свет, а вот астероиды пропускают очень мало света, потому что их там много, а вот радиоволны, они проходят через астероиды без проблем и могут увидеть дальше, больше, чем оптический телескоп. И меня он заинтересовал, и вот этот телескоп Алма, он состоит из 66 антенн, 54 антенны диаметром 12 метров и 12 антенн диаметром 7 метров. И они работают, они очень точные и работают слаженно. Программа записывается, и каждая антенна двигается одинаково. Есть еще много радиотелескопов, но самое главное это Алма. Я хочу уже с другим работать. Ильдар Умаров пристально следит за реализацией программы сверхбольшого телескопа Европейской Южной обсерватории. Его проект связан с наземными оптическими телескопами. Мне больше всего нравится в изучении астрофизики это оптические телескопы, наземные оптические телескопы. Особенно сейчас в 2024 году хотят выпустить, уже он будет готов, СБТ, это сверхбольшой телескоп. На данный момент существует ОБТ, очень большой телескоп. Диаметр ОБТ, зеркала главного, только 8 метров, а у СБТ уже будет 40 метров. Борис Хамхоев, ученик гимназии МАРЕМ, готовит проект об орбитальных обсерваториях. У меня были орбитальные телескопы, это такие как Кеплер, Чандра, Джеймс Уэбб вот сейчас выпустят. Там были дети вообще малых лет, им было это очень интересно, особенно создавание кометы, это была маленькая такая кометка, но дети хотели узнать, как она создается, и они задавали такие тяжелые, достаточно трудные вопросы, и это было очень, это удивило меня. Наша поездка состоялась благодаря нашим знаниям, это главное это математика, физика, информационная и еще английский язык. Мы довольны, потому что когда мы сюда приехали, мы практически всем рассказывали, зачем мы тут, рассказывали о наших темах, о наших проектах. И еще был такой момент, когда там была главная лекция, и ученый рассказывал такие трудные вещи на немецком, но мы как-то это не понимали, я не знаю как. Вот. Мы спустились, и я попросил, можно, пожалуйста, уделить нам 2 минуты, чтобы мы рассказали о нашем проекте этим людям, которые там сидят, а там была огромная аудитория. Вот. Он разрешил, и я не начал говорить, и это им понравилось, там весь зал аплодировал, это было очень приятно. Вот. И после этого нам он сказал, чтобы мы не останавливались.
За 12 лет педагогической деятельности в соответствии с учебно-методическим и календарно-тематическим планом Микаил Тимурзиев пытается привить ребятам любознательность, интерес к прикладным наукам и открытиям в области исследования Вселенной. Никогда не ограничивается зачитыванием гипотез и теорий, решением задач из различных разделов физики. В этом убедилась наша съемочная группа, поприсутствовав на одном из уроков физики. Микаил Баширович всегда проводит эксперимент, чтобы ребенок стал соавтором открытия, наглядно мог установить то или иное физическое явление. Конструкция инженерами придумана немного по-другому. Хотя роль его, вот этого реостата, остается той же. Регулировать что? Сопротивление. Регулировать сопротивление. Вот мы сейчас именно этот реостат и будем применять в своем опыте. Я сейчас быстренько вам покажу схему, согласно которой нам надо собрать электрическую цепь. И мы это сделаем. Нам понадобится источник тока. Вот я взял минус на источнике и идем к ключу. Потом после ключа у нас находится амперметр. Вот и соединим. Вот он, амперметр. Еще раз, ребят, скажите, что измеряет амперметр? Силу тока. Да, он измеряет силу тока. Так, а теперь дальше от реостата мы идем к... Вот тебе лампа, Али, бери и соединяй. Вот. От второй, да. Значит, он должен последовательно соединить лампу в цепь. Так, а от лампы, смотри на схему, Али. От лампы ты должен вернуться обратно куда? Покажи, Али. Покажи источнику. Да. Вот это соединение последовательно. Если мы проверим полярность, вроде бы у нас полярность везде соблюдается. Но этого недостаточно для экспериментального подтверждения закона Ома для участка цепи. Если ты хочешь получить как можно больше силы тока в цепи, ты должен как можно меньше создать что? Напряжение. Да. Ведь напряжение на источнике мы же не меняем. Напряжение на источнике не меняется. Говорят, когда человек занимается любимым делом, он становится настоящим творцом, ведь любимое дело всегда вдохновляет. Когда человек вкладывает свою душу в то, что он делает, обязательно находит отклик в сердцах других людей. И вот тогда мы ощущаем ни с чем не сравнимое чувство собственной нужности. Микаил Тимурзиев, учитель физики и астрономии, полностью погрузился в свой предмет. Он прикладывает все усилия, чтобы заинтересовать ребят в изучении этой сложной науки физики. Где-то года 2 тому назад, благодаря самостоятельному вовлечению в изучение астрономии и астрофизики, и благодаря своим учителям, наставникам, которые помогали мне изучать астрофизику, я решил больше о ней говорить на проектных работах здесь, в школах, где я преподаю. И подумал над тем, интересно, возможно ли привлечь ребят, учащихся гурских школ, к этой работе. И удалось привлечь. Главное, чтобы они понимали, для чего это нужно. Нужно это для того, чтобы ребята помнили, что только благодаря очень строгим допускам возможно создание этих оптических или радиотелескопов, возможно создание орбитальных телескопов. Я ребят знакомлю с работой космического агентства Роскосмос, работой космического агентства НАСА и знакомлю с работой Европейской Южной обсерватории. Все человечество должно все-таки интересоваться нашим местом во Вселенной, понимать, какое место мы занимаем во Вселенной. Мы должны, все люди, как мне кажется, этим должны быть увлечены. Я планирую эту работу развивать, наслаивать различными методиками. Я планирую привлекать большее количество ребят, делать запросы в различные школы нашей республики, привлекать для этой работы своих коллег. Я пытаюсь на примере этих ребят показать, что это вполне воплотимо в жизнь, реализуемо. Главное, чтобы мы все этого желали. Наша поездка не могла бы осуществиться, если бы не понимание и соответствующая поддержка со стороны родителей этих детей. Я хотел бы особо подчеркнуть, начать свои слова благодарности именно от родителей. Она не могла бы состояться, если бы не финансовая поддержка со стороны людей, которые быстро поняли, в чем суть нашего проекта, и поддержали лично меня. Это Магомед Харсиев,
Алихан Тумгоев, мэр города Назрани, вместе со своим заместителем Алхастовой Хеди и ребят из молодежного совета города Назрань мне тоже хотелось бы поблагодарить, и Расула Зурабова, всем им большое спасибо, они тоже нас поддержали, помогли финансово. Баркал Халцан, Массанян. Ученики, которые когда-то при любой возможности искали повод пропустить урок, сегодня с интересом и большим желанием стремятся на занятия. Это о чем говорит? О том, что Микаил Баширович имеет огромный талант завлечь своих учеников. Он считает, что помимо гуманитарных предметов, прикладные дисциплины несомненно пригодятся ребятам в жизни. Если даже и в будущем они не пожелают связать свою профессию с этими науками, полученный багаж знаний им обязательно пригодится в дальнейшем развитии и в простом быту.